Здравствуйте, мои дорогие любимые! Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему. Это видео заставит его заговорить. Почему именно в такой форме, ну вот вообще, да, вызов такой, почему мы сделали в названии? Потому что на самом деле есть карты Таро, которые могут заставить заговорить человека. И вообще карты Таро, они могут помогать добиваться любых целей в жизни. Но есть иногда вот такие вот любовные истории, отношения, и очень часто они встречаются, когда, ну, вот чаще всего именно мужчина молчит, а женщине вообще ничего не отвечает, не говорит. То есть на сообщения не отвечает, не хочет уточнить, да, что там вообще по отношениям такое происходит. И девушка, женщина страдает очень сильно именно от этого. Ну, то есть вообще от самого по себе того, что вот этот человек молчит, не появляется или еще хуже того вообще взял и заблокировал, да, вот. И поэтому мы сейчас с вами действительно проведем и гадание, но и сеанс такой, чтобы человек заговорил, тот, кто давно молчит или некоторое время молчит. То есть мы с вами действительно попробуем по картам определить, как сделать так, чтобы он заговорил, и на какую карту Таро вам медитировать, чтобы он заговорил. Вот, и вообще, как это все проводить, да? Ну, хотя бы какие-то ориентиры должны у вас быть, чтобы вот он заговорил. Хорошо. Давайте посмотрим сначала, ну, как вот погадаем, да, начнем это гадание, и в гадании уже будем определять вообще, что происходит между вами, да. Это, естественно, видео на одну позицию, тем, кому это не нравится, такое видео. Можете смотреть видео на несколько позиций, особенно у меня на канале Школа Таро Альвиен, вот, ЛВН, да. И также не забывайте, что не каждому видео подходит однозначно, да, но многие моменты из видео могут подходить вам. Вот. Давайте посмотрим, значит. Смотрите, я буду вот доставать сначала карты, да, вы в этой ситуации, вы колесница, да, он в этой ситуации, он жрица. А вот жрица, она действительно молчит. Вот смотрите, вы у нас колесница, да, вы очень сильно целеустремленный сейчас человек, и получается, что вы готовы, как верблюд, да, преодолевать любые препятствия, любые испытания пустыни. И действительно, это даже похоже на пустыню, потому что у человека реально внутри как будто бы вот ступор какой-то, да, и он перестает разговаривать, и может он и хочет сказать, но он не может, вот как будто бы, да. И это похоже действительно на засушливую пустыню, и вы готовы вот сквозь эту пустыню проходить куда-то. И на самом деле вот колесница, она говорит, что вы уперлись в то, чтобы победить этого человека, то есть вы прям, ну вот, полны вот этой воли к победе, да, именно лидерство проявляете и даже инициативу для того, чтобы он заговорил с вами, чтобы выяснить, ну, так скажем, отношения. А он жрица, да, он у нас жрица. Жрица — это как раз-таки очень молчаливая личность, которая знает, но молчит. И, между прочим, этот человек многое видит, многое замечает, а вам кажется, что он ничего не замечает. Понимаете? Вам кажется, что он молчит, но при этом он как будто бы отсутствует, да, не существует. Но это неправда. Он, когда молчит, он все равно может следить за вами где-то, да, может быть, думать о вас, может быть, анализировать те ситуации, которые произошли между вами. Но вы думаете, может быть, что он непроницаемый, как говорится, непробиваемый, да, но на самом деле он участвует в этом процессе, понимаете, энергетически он участвует в этом процессе. Что сейчас вас связывает? Влюбленные, то есть это сразу же говорит карта о том, что у вас есть взаимные чувства друг к другу. Влюбленные просто так не падают, тут у нас сразу же и птицы такие, да, говорящие о том, что эта пара может даже быть создана на всю жизнь или чувство на всю жизнь. И мы видим здесь сердце, мы понимаем, что вы друг другу по сердцу, что у вас есть
взаимность вот это, да, притяжение, чувство, как вот эмпатии друг к другу, да, но что-то, видимо, мешает. А вот что мешает этим отношениям? Что сейчас мешает отношениям? Отношениям мешает 8 кубков. 8 кубков, она показывает, вот, что человека все что-то устраивало, как вот, что все было нормально, но потом он почувствовал себя как будто не в своей тарелке и ушел, да. И видите, тут у нас есть и Солнце, и Луна, которые показывают, что да, в отношениях есть и абсолютно ясные факты, которые всем понятны, да, а есть что-то скрытое, вот то, что вы пока еще не до конца узнали. То есть мы тут давайте вот уточнять будем, значит, Луна, опять же, да, Луна, как я вам говорила, и отшельник. Видите, человек пошел в отшельники, человек отделился, уединился, может быть, ему нужно что-то обдумать, но при этом он что-то действительно скрывает, он обманывает в чем-то или не хочет вам говорить. И, скорее всего, дело связано с еще одним человеком, кто вмешивается в ваши отношения. Если у этого человека сейчас кто-нибудь, и вышла карта Шут, Шут показывает, что могут быть какие-то, да, с Солнцем, видите, озарение, может быть, знакомство, или кто-то за человека крупненько так взялся и не хочет отпускать, да, вот эту ситуацию. То есть Шут, он довольно в любви навязчивый, я вам скажу. И вот кто-то этому человеку как навязывает свою радость, да, как вот свое внимание, да. Он к вам как относится? 9 жезлов, он ограждается от вас. И умеренность, старается быть абсолютно умеренным, абсолютно таким тихим, спокойным, да, как будто бы вот, ну, тишина такая, медленное продвижение, или он не говорит ни да, ни нет. В то же время по 9 жезлов он не пускает вас вообще совершенно в свое личное пространство. Хорошо, я собираю все карты, я собираю абсолютно все карты, потому что каждая здесь важна. Очень важны сейчас карты. Все, чтобы было 78 карт в колоде, это важно. И мы спрашиваем у карт Таро, то есть вообще вот светлые силы, всегда Таро — это проводник для светлых сил, особенно если вы это проговариваете. Таро — проводник для светлых сил. Я спрашиваю у высших сил, у светлых сил через карты Таро, то есть они проводник, они нам дают информацию от светлых сил. Как заставить этого человека с вами говорить? Как заставить этого человека со мной говорить? Вы должны повторять 3 раза. Как заставить этого человека со мной говорить? Как заставить этого человека со мной говорить? Как заставить этого человека со мной говорить? Вот. Хорошо. Мы это с вами тут все повторили. И достаем всего одну карту. Она самая важная. Эта карта туз кубков, она для вас наиболее важна сейчас. Эта карта для вас вершина, эта карта для вас руководитель, руководство. Именно эта карта заставит его с вами говорить. Давайте обсудим, что она такое означает, что заставит его говорить. Вообще наш туз кубков — это обитель праведности. Вот. И у нее, у этой карты есть значение дар. То есть дар, одаренность, да, одаренность. Огонь дает жизнь, а вода дает жизни смысл, счастье. И жизнью правит не сила, а любовь. И есть даже легенды артуровского цикла, в которых говорится, что не мечи воинов обеспечивали существование королевства, а присутствие чаши Грааля. И как вы знаете, что туз кубков — это символ чаши Грааля. Грааль — это высшее идеальное благо. И наш туз кубков, он описывает поистине живоносный источник радости и гармонии во внутреннем мире. И какие-то значимые приобретения и открытия духовного плана. То есть в высшем смысле по нему идет возрождение и трансформация, прикосновение в духе своем к невыразимому прекрасному. И это значит, что странствующий рыцарь находит свой святой Грааль. Это чаша Господня, это мистерия причастия. Первое, что нужно вам сделать, если вдруг вы относитесь к христианской религии, что нужно сделать?
пойти исповедаться, да, на исповедь сходить, или просто с кем-то вы, как вот душу, да, свою душу облегчить, поговорить с другом, с подругой, поговорить откровенно о том, что вас беспокоит, почему вы ждете, что этот человек вам, ну, с вами поговорит, да, и как вам больно. Если вы имеете такую возможность, сходите к священнослужителю и поговорите с ним о том, как вам больно, что человек вдруг перестал с вами разговаривать. То есть это уже будет первый, ну, как первый шаг к тому, чтобы он заговорил с вами. Но это только по вашему сердцу должно идти. То есть я вас не заставляю этой картой, да, мы ее с вами случайно вместе вытянули. Я вам говорю, что это один из способов заставить его заговорить, один из способов. Дальше, значит, вообще чаша — это символ женственности, священного лона, из которого струится поток вечной жизни и вечной любви. А в психологическом смысле это бездонный океан коллективного бессознательного. Знаете, что такое коллективное бессознательное? Это когда есть такое поверье, да, что все люди связаны, что их сознание связаны воедино, что наше сознание принадлежит к общему сознанию. И коллективное бессознательное, оно дает нам вдохновение, оно дает потенциал эмоциональной чистой энергии, и она принимает форму самых разных, абсолютно самых разных переживаний. Вот вы переживаете боль, вы переживаете любовь. В основе всякого чувства лежит любовь. Ненависть рождается в человеке потому, что есть любовь. То есть не будешь ты ненавидеть кого-то, если ты его не любишь или не любил. Не обижаться ты не будешь, если тебе все равно было. Поэтому я вам так скажу, что если вы хотите заставить его заговорить, вам нужно обратиться к коллективному бессознательному, и туз кубков, туз чаш нам это с вами сказал. То есть вам нужно сейчас, вы садитесь, давайте мы возьмем свечу. Мы возьмем с вами свечу. Зажжем свечу. Смотрите на свечу и смотрите на карту. И мы с вами произносим коллективное бессознательное. Я обращаюсь к тебе. И я обращаюсь к высшему я загаданного человека. И говорите его имя. Каждый у себя. Говорите его имя. Я прошу от всей своей души, со всей ответственностью, чтобы этот человек со мной поговорил. Именно в физическом мире он со мной поговорил. Он объявился по своей инициативе и поговорил со мной, потому что это мне необходимо. Я чувствую очень сильную боль, и я чувствую очень сильное разочарование, и на самом деле внутри меня есть и любовь. И мне нужно простить этого человека. И мы можем с ним поговорить, и придет в мою душу прощение. Для коллективного бессознательного, кстати, это очень важно, чтобы в вашу душу пришло прощение. Поэтому этот разговор необходим для коллективного бессознательного. Вот, поэтому мы с вами сейчас украсим стол еще несколькими картами. А вы думайте о том, что вы посылаете сигнал коллективному бессознательному и высшему я этого человека, чтобы вы поговорили, чтобы он проявил инициативу к разговору. Император. Туз пентаклей. Видите, вот если это мужчина, вот он, мужчина, император. Вот ваш шанс, туз пентаклей, шанс на разговор, на реабилитацию в отношениях. Вот еще мужчина, король кубков. А это значит, что посредником для разговора может выступить мужчина. Вот солнце, озарение. То есть карты четко показали, у нас весь ритуал на столе, четко показали, что вы в скором времени поговорите, и прояснится вся та ситуация, которая была мутной и абсолютно непонятной для вас. Что я могу вам тут посоветовать, да? Если у вас есть колода Таро, любая, особенно основанная на Таро, системе Таро Райдер-Уэйта-Смит, вам нужно взять оттуда туз кубков, зажечь свечу, взять императора, туз пентаклей, короля кубков и солнце, положить вот так же, как я. И пусть свеча догорит, а вы обращаетесь в течение, пока эта свеча горит, периодически к коллективному бессознательному.
чтобы этот человек вышел на связь и поговорил с вами. Разговор должен состояться. Вот такой у нас сегодня расклад-ритуал. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь, а потом пишите, как вы поговорили. Всем пока и до новых встреч.